Рада вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Недавно я себя поймал на мысли о том, что все автомобили, которые я приобретал, я покупал у своих знакомых. В этом есть плюс, потому что вы знаете более-менее историю автомобиля, и тут рисков гораздо меньше, чем при покупке автомобиля на рынке у незнакомых людей. Так вот, сегодня в нашем выпуске мы с вами разберем такой вопрос, как покупка автомобиля через автоаукционы. И я думаю, многие из вас найдут ответы на свои вопросы по данной теме, поэтому выпуск обещает быть интересным. У нас будет не только теория, но и практика. Ну и в целом, как и при покупке любого автомобиля, да, нужно, главное, не торопиться, а осознанно подходить к этому вопросу. И, например, если вы берете автомобиль с рук на рынке, желательно обращаться к компаниям или к людям, у которых есть опыт автоподбора, обращаться к специалистам. Ну а в случаях с автоаукционами нужно обращаться, конечно же, к надежным компаниям. У нас есть такая компания «Авто Якутск», и этот выпуск мы проведем вместе с ними. Поехали! Испытано на себе. Сейчас я нахожусь уже в офисе компании «Авто Якутск», которая занимается привозом автомобилей. И давайте познакомимся. Владимир, руководитель компании «Авто Якутск». Сейчас мы зададим ему несколько вопросов. Владимир, расскажите, какие автомобили можно приобрести через автоаукцион? Через автоаукционы приобрести автомобили можно только из Японии, так как в Китае и Корее аукционных домов не имеется. В Японии приобретаются как санкционные автомобили, так и несанкционные. Разница идет, санкционные автомобили у нас идут от 1,9 литра и гибридные автомобили. Несанкционные автомобили – это все, что до 1,9 литра и мягкие гибриды включая. Я слышал, что бывают разные аукционы, бывают строгие, бывают не строгие. Вот в чем их отличие? Да, действительно, в Японии существуют как строгие, так и не строгие аукционы. Различия в оценке автомобилей, то есть такие аукционы строгие, являющиеся строгими, как ТА, ХА, это Honda и Toyota, на них действительно очень хорошо осматривают автомобили. В то время как на JU либо USS машина может быть с завышенным баллом, что не совсем оправдает ожидания клиента. А какие особенности при покупке автомобиля, например, в Корее и в Китае? В Корее и в Китае нет аукционных домов, соответственно, покупка автомобилей осуществляется на специализированных площадках, интернет-ресурсах. Да? В Корее это один ресурс, в Китае их множество, потому что Китай очень большая страна, в отличие от Кореи. Сложностей никаких нет, единственное, нужно уделить большое внимание подбору автомобилей именно в Китае, то есть проверке автомобиля. А в Корее с этим все немножко проще. Владимир, скажите, вот какие действия у человека, когда он обращается в вашу компанию, чтобы приобрести автомобиль? Определить свой бюджет, определить характеристики предполагаемой покупки автомобиля, изложить их нам, внести предоплату в размере 10%, ну не менее 100 тысяч рублей, подписать двусторонний договор и начать подбирать автомобиль, в принципе. Все. Из чего складывается цена автомобиля, приобретенного на автоаукционе? После того, как лот был выигран, клиенту выставляется счет на оплату, он сам самостоятельно оплачивает как стоимость лота, так и фрахт. Фрахт – это перевозка автомобиля из Японии в Россию. Также после прибытия автомобиля в РФ клиент самостоятельно уплачивает утилизационный сбор на автомобиль, таможенную пошлину. Ну и остаются у него как раз оплатить услуги лаборатории и брокера. Частично эти средства берутся из предоплаты. В принципе, все. То есть правильно я понимаю, что компания сама подбирает, во-первых, автомобиль, всегда на связи с клиентом, и потом уже вы как связное, как звено, которое ведет как бы клиента к получению его машины. Да, совершенно верно. То есть
Фактически все платежи клиент совершает самостоятельно, мы только ему помогаем. Друзья, ну а далее давайте познакомимся. Дмитрий, менеджер компании «Автоякутск». И сейчас на примере какого-нибудь, давайте возьмем одна из самых популярных марок, которая очень востребована в Якутии в данное время, это Toyota Wish. Например, 2011-2012 года, и с пробегом возьмем от 100 тысяч километров. Дмитрий, сколько обойдется такая машина клиенту с доставкой до Владивостока? До Владивостока такой автомобиль обойдется от 1 100 000. Там зависит тоже комплектация какая. И бывают варианты, вот как сегодня был на аукционе. ВИЖ 2012 года с пробегом 26 тысяч. До Владивостока вышел он 1 400 000. Это очень хороший вариант. Они бывают, за этим надо вот следить. В любом случае, при покупке автомобиля вы всегда ориентируетесь на собственный бюджет. Если ваш выбор пал в пользу автомобиля из Японии с пробегом, вы заключаете договор с компанией, менеджеры вместе с вами выбрали автомобиль, ваша ставка сыграла на аукционе, вы оплатили инвойс, и машина загрузилась на корабль, который идет в порт города Владивостока. Ну а чтобы узнать, что происходит дальше, мы с вами переместимся в город Владивосток. Ну, на самом деле я забыл чихнуть для склейки в городе Якутске, но мы во Владивостоке. Владивосток – город, где встречаются континенты, культуры и дороги. Раскинувшись на сопках у самого края России, он смотрит в сторону Японии, словно напоминая, здесь начинается диалог Востока и Запада. И этот диалог слышен не только в шуме волн Японского моря, но и в рокоте моторов на его улицах. С 90-х годов Владивосток стал главными воротами для праворульных автомобилей из Японии. Близость к стране восходящего солнца, доступные цены и морские маршруты превратили город в столицу японского автопрома на российской земле. Toyota, Nissan, Subaru – их здесь больше, чем где-либо в России. Эти машины не просто транспорт, они часть городской ДНК. На узких улицах, петляющих между сопок, компактные праворульные авто чувствуют себя как дома. Так Владивосток продолжает жить на перекрестке дорог, где из порта, встречающего суда из Японии, на причал съезжают японки, чтобы затем раствориться в потоке города и страны. После выгрузки в порту автомобили размещаются на СВХ – складе временного хранения. Забрать автомобиль оттуда можно только после получения таможенных документов. Испытано на себе. Сейчас, друзья, соответственно, на таможне были забраны документы. Машина растаможена, и можно ее забирать со склада временного хранения для дальнейшего процесса оформления. Итак, сейчас мы находимся около склада временного хранения. Дело в том, что снимать сам склад нельзя, потому что здесь есть в том числе и нерастаможенные машины, но после растаможки машины выезжают отсюда и дальше едут на оформление. Ну вот издалека можно посмотреть масштаб, достаточно обширный, вот с той стороны и тянется вот аж до сюда. Это все автомобили, которые прибыли в порт Владивостока. Но вот наш автомобиль, который сейчас уже готов к дальнейшему оформлению. Автомобиль сейчас выгнали со склада временного хранения. И, Дмитрий, дальнейшие действия какие? Мы едем сейчас в лабораторию, погоним машину. Забрали Nissan Note с 2017 года, комплектация моделиста E-Power. Вот такой он приходит, грязненький немножко с Японии. Круговой обзор. Сонары, да? Да, сонары. Машинка вот такая вот приходит с Японии. Конечно, без коврика, без ничего. Нормальная, практичная машина, да? Да. Ездить будет долго. Пробег у нее 87 тысяч километров. Так, ну что, это за моей спиной сейчас испытательная лаборатория. Вот наш автомобиль. Ну и также внутри снимать лабораторию нельзя, но здесь машина проходит по всем параметрам, соответственно, получает сертификат безопасности транспортного средства, на основе которого в дальнейшем уже выдается электронный ПТС.
Так, ну, соответственно, не только фото-видеосъемка запрещена, но нельзя еще и самому хозяину машины находиться в лаборатории. Но буквально напротив здесь есть вот такая вот комната клиента. Заходим внутрь. Здесь тепло, уютно. Есть диванчик, кулер, кофе, чай. То есть в целом можно подождать, пока происходит испытание автомобиля. Испытано на себе. Друзья, для многих из нас Владивосток, конечно, всегда ассоциируется с машинами, с праворульными. То, что во Владивостоке можно приобрести, да, машины, особенно, я думаю, ну, все знают название авторынка «Зеленка». Вот. Так вот, сейчас я с удивлением узнал, что на зеленки, грубо говоря, уже нет. Вот я нахожусь вот здесь раньше, все было заставлено автомобилями, вплоть до вот того, там вот за пригорком еще видно небольшой спуск. Соответственно, вот эта вся площадь была заставлена машинами. Ну а сейчас, как видите, здесь, грубо говоря, пустырь, ничего нету. Только вот там у дороги, соответственно, есть стоянки, где можно приобрести машины. Но масштаб, конечно, уже совсем не тот. Вот, в общем, кто был на зеленке, я думаю, понимает, о чем я говорю. На самом деле, я на зеленке вот в первый раз. То есть я видел только на фотографиях, и это всегда для меня было таким, ну, зрелищем масштабным. То есть это большое количество подержанных автомобилей из Японии. Ну, в общем, жизнь кипела. И вот везде, куда доходит глаз, то есть еще вот там за пригорком тоже продавались автомобили. Вот сейчас уже все здесь абсолютно пусто. Так, ну, когда ты находишься в Владивостоке, знакомые, конечно, бывает, просят что-нибудь привезти. Я не знаю, все что угодно, запчасти или вот такие вот лестницы на 78-й праздник. Друзья, ну, есть, конечно же, способ попроще, удобнее и в целом достаточно такой недорогой и оперативный. Можно заказать, соответственно, курьера, это около 600, да, рублей, и плюс доставка, например, вот такой лестницы до города Якутска с Владивостока самолетом стоила бы где-то 2500, по-моему, да? 2500 плюс 600, ну, 300. Вот, но в целом вот такой вот вариант. А мелкие, по-моему, от 500, да, рублей? Минус 500 рублей. Мы находимся на зеленке. Сейчас мы сравним цены на рынке с ценой, за которой мы сможем привезти авто с аукциона. Вид с 2019 года, 1 литр, 1 060 000. Данный автомобиль мы можем привезти за 750 тысяч до Владивостока. Toyota премия, 19 год, 4 ВД, 1.8, стоит на рынке 1 950 000. Такой же автомобиль сейчас можно привезти до Владивостока за 1 450 000 рублей. Но что интересно, вот этот автомобиль был пригнан 3 года назад. И где она бегала, непонятный. Либо она стоит 3 года, либо она уже бегавшая по Приморью. Toyota Wish 13 года, полный привод, 1 690 000. Эска комплектация идет. 4 ВД, 6 тысяч. Так, тут, ну, 166 тысяч пробег, а указано 66 тысяч.
Так, вот Toyota Vitz 16 года, объем 1.3, 950 тысяч рублей. Следующий автомобиль Toyota Wish 2013 года комплектации S с ценой на рынке 1 390 000 рублей и пробегом 107 тысяч километров. Через аукцион такой автомобиль можно взять за 1 015 000 рублей. Toyota Probox 2018 года с пробегом 153 тысячи километров стоит на рынке 1 355 000 рублей. Такой же автомобиль в компании «Авто Якутск» обойдется в 965 000 рублей до Владивостока. Кстати, на авторынке можно купить не только японские автомобили, но также разные японские товары. Тут и витамины, и капли для глаз, разные сладости, игрушки и даже одежда. Но не будем отвлекаться. Интересный разговор у нас произошел с продавцами авторынка. Мы хотели попросить их дать комментарий, но они отказались, и тут причина даже не в боязни камеры. Может быть, у вас что-то по-другому, но вот наши местные блогеры, их по-другому не назовешь. Они все поднялись с зеленки, а сейчас стаптывает его. Есть просто люди, которые поднимаются вон туда на гору, снимают вот эти руины. Мы снимали. И говорят, пацаны, все зеленки нет, здесь ловить. Вот просто у руины снимают. К нам приезжают люди с регионов, и говорят, мы вот смотрели блогера, он нас уверил, что здесь нету ничего, что надо прийти к нему машину заказать. Мы пришли заказать машину, приехали машину получить и посмотреть, что осталось после зеленки. А может быть, слушай, может снимем? Нет, действительно. Да нет, зачем? Нет, ну Ребят, чисто. да нам не нужны эти подачки. Окей. Я просто Да нет, не подачки. Я просто объясняю, почему у нас к вам такое отношение. Ну, Потому слушай, я что- сам лично покупал здесь несколько раз. Последние 3 года назад я даже машину здесь покупал. Я знал, что она будет дороже, там, может быть, какие-то подводные камни. Но я целенаправленно, у меня не было времени там заниматься этой работой, мне нужна была машина. Я пришел, купил на самой первой стоянке, там, Prius, Володя. Все наши местные блогеры, которые поднялись нормально, без базару, к ним вообще никаких претензий. Красавцы, пацаны, поймали волну, все, поднялись. Но вот так плевать на рынок, что просто, да там барахло, а потом начали просто тупо, да там все, нет, все закрыто. Люди приезжают, вот он заказал через него машину, приехал, получил, просто приехал посмотреть, что тут осталось. Ходит, и, так а тут зеленка-то стоит, а что он на своем канале рассказывает, понимаешь? А он на этом расскажем, что... рассказе, короче, Последняя улица, да, вот это вся левая сторона. Просто два варианта. Есть люди, которые берут для себя, а есть перекупы, которые приезжают с регионов, а их основная масса перекупов, которые там машины продают. Вот им надо подешевле, им надо большие пробеги. Он даже нашел здесь, вот элементарно, он здесь купил любую машину, ладно, хорошую машину купил, он сматывает спидометр на свои 7000 километров, которые перегоняет к вам машину. А потом, куда-то дальше, 7000 мотает, потом приезжает туда, мутит там чеки, как будто машина у него пришла электричкой или автовозом, раскидывает их там, трали-вали, типа никакого машины на автовозе пришла. Ну тут везде какой-то прет. Тут в смысле по-другому никак, мы же русские. Мы Друг друга не обманываем. Мы с вами были в начале вот там наверху, соответственно, это территория бывшего рынка, зеленый угол. Но надо отметить, что, тем не менее, по левой стороне, за моей вот спиной, как мы сейчас, в принципе, и прошлись по стоянкам, здесь продажа машины ведется. Ну и в целом посмотрели на цены, сравнили. Ну, из всех машин в целом сейчас видно, что, скорее всего, из-за того, что можно сейчас, каждый может проверить машину по аукционному листу, видно, что либо аукционников нет, либо лежит аукционник, и в целом там, правдивая информация. То есть понятно, что машины, купленные с уплатой коммерческого утильсбора, да, то есть они там дороже. Но
тем не менее, есть все равно нерадивые продавцы, которые все-таки скручивают в том числе пробег. В общем, нужно быть очень внимательным и в целом при покупке главное не торопиться и если вы приобретаете на авторынке и, соответственно, проверять всю информацию. Это очень важно, чтобы знать, быть уверенным в своей покупке. Так, ну мы сейчас выезжаем с зеленки, но в целом, чтобы показать масштаб, все равно какой у этого авторынка, достаточно такой глобальный. Сейчас давайте посмотрим по ходу движения. Как видите, достаточно такой продолжительный, протяженность большая у рынка, практически вся левая сторона улицы на зеленом угла в автомобилях продажи. Испытано на себе. В теме про автоаукционы и покупки импортных автомобилей сложно обойтись без конкретных примеров и цифр. Казалось бы, фирма, которая ищет для вас автомобили, является посредником между вами и продавцом. Но на самом деле проводится колоссальная работа, начиная от поиска подходящего варианта, подготовки документов, введения транспортировки автомобиля, работа таможенных брокеров и, конечно же, финальное оформление автомобиля на территории Российской Федерации. Как вы уже поняли, мы плавно возвращаемся к основной теме нашего выпуска. Сейчас мы находимся на одной из стоянок, где расположены автомобили, готовые к отгрузке компании «Авто-Якутск». Вот, как видите, можно даже приобретать вот подобные автомобили, как этот Isuzu Elf, но мы к нему обязательно вернемся. Сейчас давайте сделаем небольшой обзор машин. Начнем мы наш небольшой обзор с очень популярного в Якутии, в Якутске автомобиля. Это просторный, надежный Toyota Wish. Сейчас Дмитрий нам расскажет, в какую цену обошелся клиенту эта машина и какие у него характеристики. Виш 3 балла на аукционе вышел. Пробег у него 168 тысяч. До Владивостока вышел 980 тысяч под ключ. Следующий автомобиль это Lexus. Дима, расскажи про него. Данный автомобиль это Lexus ES300H, комплектация в спорт, 20 год, 2,5 литра, бензин, гибрид. Такой автомобиль можно привезти от 3 миллионов 300 тысяч рублей. В России такие автомобили стоят примерно 4 миллиона 100. Следующий у нас на очереди вот этот черный Harrier. Также ждет своего клиента. Дмитрий, что это за машина? Harrier, 21 год, 2 литра, оценка 4,5 балла, пробег 60 тысяч километров, комплектация Z. Такой автомобиль можно привезти в диапазоне 3 миллиона 300 тысяч рублей. Также можно привезти 4 ВД, где-то 3 миллиона 450 тысяч. И гибрид-версию за 3 миллиона 750 тысяч. Также можно привезти машины из Кореи. Данный автомобиль BMW X4, 22 год, М-пакет, бензин 2 литра, 4 ВД, пробег 27 тысяч километров. Данный автомобиль привезли 5 миллионов 500 тысяч. Можно привезти также с Японии с правым рулем. Она обойдется где-то на 700 тысяч дешевле. В России такие автомобили стоят от 6,5 миллионов. Следующий автомобиль Toyota CHR, 18 год, 1.2 турбо. Максимальная комплектация. Оценка 4,5 балла, 60 тысяч пробега. Можно такой автомобиль привезти 1 500 000. Ну и с чего мы начали, тем и заканчиваем наш небольшой обзор. Это автомобиль Isuzu Elf. Причем, обратите внимание, он абсолютно новый, он 24 года. Да, Руслан, совершенно верно. Данный автомобиль из Китая, Isuzu Elf 24 года, 2,5 литра дизель. Грузоподъемность данного автомобиля 3,5 тонны.
Данный автомобиль вводится на юридическое лицо с учетом утилизационного сбора. Стоимость данного автомобиля до 3,5 миллионов рублей по нынешнему курсу. Надо отметить, что данные автомобили, которые находятся на этой стоянке, которую мы сейчас посмотрели, уже прошли лабораторию, соответственно, получены ПТС, и они ожидают своих клиентов. Клиенты может приехать и забрать автомобиль своим ходом, добраться до города назначения, либо же может заказать доставку автовозом. И на этой теме мы давайте остановимся поподробнее. Сейчас мы с вами перенесемся в то место, где автомобили именно загружаются на автовоз. И на эту тему поговорим с одним из представителей грузоперевозок. Испытано на себе. Сейчас мы находимся на одной из баз, где загружаются автовозы. Ну и также хотелось бы отметить, что в целом, конечно, есть два пути перевозки автомобиля из Владивостока. Это своим ходом, то есть с помощью перегонщиков, либо сам владелец едет за рулем автомобиля. Ну а также второй способ – это перевозка автовозами. Ну вот если в случае, например, с перегонщиком, то вам нужно оплачивать авиабилет перевозчику, проживание, соответственно, за бензин вы также оплачиваете, и плюс еще гонорар самого непосредственно перевозчика за его работу. Вот. Ну, сейчас мы с вами узнаем, в чем преимущество перевозки автомобилей на автовозе. Давайте познакомимся. Вадим Бжазовский. Здравствуйте. Здравствуйте. Директор компании по автоперевозкам. Вадим, скажите, вот сколько машин в среднем помещается на автовоз? На автовоз помещается 8 машин. И вот самые главные вот особенности, ну и преимущества, может быть, да, перевозки автомобилей на автовозе, вот какие можно назвать? Может, по пунктам? Ну, первый пункт, что машина не едет своим ходом, у нее ходовка остается такой же превзойденной, как с Японии она пришла. Вторым плюсом идет то, что везут эти груза профессионалы. Ну, то есть, получается, водитель, у которого установлен, соответственно, тахограф, да, и он едет 8 часов в день, а перегонщики порой бывает так, что едут и сутками. Да, там уже не уследишь. То есть, торопится, конечно, чтобы быстрее привести автомобиль. Да, действительно, кстати, вот это тоже достаточно важный момент. И, наверное, сколы, да, тоже. Бывает так, что машину, вот обычно видишь, перегонщики гонят, когда все обклеены скотчем, да, двойными разными средствами защиты, а на автовозе, как бы, машина находится, ну, в кузове. Да, в кузове целостность у нее идет. Ну, сколы не приходят, не попадают. Да. А что касается, допустим, страхования, вот страхуется ли груз? Груз застрахован постоянно у нас. Плюс еще можно добавить дополнительную страховку. Ну, там все обговаривается индивидуально. Да, кстати, хотелось отметить, что, вот, допустим, в частности, вот в компании «Автоякутск» они страхуют также автомобили отдельные, можно, да, вот я так понял, что сумма, допустим, цена, ну, вот 1 миллион страховой суммы, это 2000 рублей. То есть, ну, 2000 рублей заплатил, ты как бы уже спокоен за свой и за груз, соответственно, за автомобиль, ну и в целом за свои финансы. Да, все верно. И сколько автовоз с Владивостока доходит за какое время до Якутска? Ну, примерно в среднем 4 дня он идет. 4 дня в среднем. В зависимости от погодных условий, ну, 4-5 дней. Так, ну и, конечно, важный вопрос по цене. Вот здесь стоят машины, которые готовятся на погрузку, на автовоз. В среднем цена перевозки до Якутска с Владивостока стоит от 80 до 85 тысяч рублей. Все это зависит от дороговизны машины, от габаритов. То есть, допустим, стандартный автомобиль будет стоить 80, например, джип погабаритник будет около 85. Доставка идет до Нижнего Бестяха, но по желанию там можно, в принципе, сделать так, чтобы автовоз заехал и в город Якутск. Ну, плюсуется тогда паромная переправа. В общем, такие вот небольшие накладные расходы. Там что-то порядка около 2000 рублей нужно будет доплачивать. Ну, в целом, как понимаете, в принципе, прикинуть, перевозчик, например, да, перегонщик стоит примерно, скорее всего, так же, да, то есть, допустим, гонорар перевозчика около 30-35 тысяч рублей, плюс на бензин, в зависимости уже от машины, сколько она кушает перелет. Ну, где-то в среднем выходит там 60, может, 70 тысяч. То есть на самом деле выигрывается не такая уж и большая сумма, чтобы отказываться от безопасной перевозки на автовозе. Но в любом случае это решает сам клиент.
Испытано на себе. Во Владивостоке, как известно, достаточно переменчивая погода. Сейчас с утра сегодня было солнце, сейчас идет дождь. Не знаю, что будет через пару часов. Но мы, тем не менее, продолжаем нашу передачу. Сейчас мы видим здесь автомобили одной марки. Это Nissan Note, достаточно популярная модель, но у нее есть разные модификации. И также хотелось бы отметить, что в компаниях можно приобрести автомобиль двумя способами. Первый способ, это самый, наверное, выгодный. Это вы заключаете договор и приобретаете автомобиль через аукцион именно на себя. Но есть еще такие же автомобили, которые приобретает сама компания. И если что касается, например, вот этой марки Nissan Note, то она в этом случае, так как компания берет на себя оплату коммерческого утилизационного сбора, то она выйдет где-то на 200-250 тысяч дороже. Но, тем не менее, такие автомобили имеют место быть, и удобны они тем, что они уже находятся здесь, в России, то есть можно прийти, посмотреть и, конечно же, приобрести. Какие модификации, какие цены, какие пробеги у этих автомобилей, давайте узнаем прямо сейчас. Nissan Note E-Power, 17 год, 91 тысяча пробега, 3,5 балла, 1 140 000. Nissan Note E-Power тоже Nismo, 92 тысячи пробега, 1 420 000. Nissan Note E-Power, 17 год, 87 тысяч пробега, 1 120 000. И самая мощная версия, самая быстрая версия Nissan Note Nismo S. Это получается 18 год, 168 тысяч пробега, 1 350 000. Самая заряженная версия Nissan Note. И последний автомобиль у нас 19 года, 143 тысячи пробега, 1 130 000. В нашем выпуске сегодня было много автомобилей, цифр и информации. Мы постарались рассказать, как работает импорт автомобилей. И если вы для себя сделали выбор, например, в пользу проверенного, не нового японского автомобиля, то смело обращайтесь в компанию «Авто Якутск». И уже через некоторое время вы станете обладателем железного коня, у которого и зубы целы, и цена приемлемая. Ну что, друзья, наш выпуск «Испытано на себе» подходит к концу. Хотелось бы Дмитрия поблагодарить за очень полезную информацию. Надеюсь, наша информация была для вас полезна. До новых встреч. Пока.